Новый учебник по географии стал маленьким праздником для преподавателей и авторов. На обложке аэрофотоснимок границы Сухума с Кулрыбским районом в районе реки Келасур. Этот снимок задает тон всему изданию. Красочные страницы, украшенные фотографиями и фотоснимками, сочетают научную точность и художественное восприятие. Книга состоит из двух частей. Первая – физическая география Абхазии, включает темы, посвященные природе страны и ее природным ресурсам. Вторая часть – экономическая и социальная география Абхазии, охватывает вопросы общества, населения, хозяйства республики, а также дает экономико-географическую характеристику административно-территориальных единиц. Работая над этим учебником, очень хотели, чтобы он был таким ценным инструментом для учителей в преподавании в географии, в передаче школьникам географических знаний. А для школьников, чтобы этот учебник помог получать эти знания, этот материал успешно и эффективно. Хочу выразить большую благодарность Министерству просвещения Республики Абхазия, президенту нашей республики за издание этого учебника. Данный учебник – совершенно новое издание для нашей республики, пришедшее на смену старому. Книга содержит систему вопросов и заданий, карты, схемы, графики, фотографии. Авторы: Майя Кайтанба, декан факультета географии, кандидат географических наук; Инга Таня, кандидат географических наук, доцент кафедры географии АГУ, заслуженный деятель науки Абхазии; Нури Багапш, кандидат географических наук, доцент кафедры географии АГУ, методисты, консультанты Светлана Гриценко и Нона Пачуля. Тираж 6000 экземпляров. Первый раздел «Физическая география Абхазии» был написан кандидатами географических наук Ингой Васильевной Таня и Майей Джамаловной Кайтанба. Раздел «Экономическая и социальная география» был написан мной. Дело в том, что изначально планировался выпуск двух учебников, отдельного по физической географии Абхазии, который дети должны были проходить в 8 классе, и отдельный по экономической и социальной географии, который предполагалось применять в 9 классах. Но в дальнейшем было принято решение выпустить все же один единый учебник, и с этой целью было принято решение в Министерстве просвещения ввести предмет географии Абхазии в учебный план. И список тем, и погружение в эти темы, оно более глубокое, в связи с тем, как раз таки, что выделяется под изучение географии Абхазии большее количество часов в рамках отдельного предмета. Формирование учебника географии родной страны – важная веха не только в истории географическо-педагогического образования, но и в истории государства, отметила начальник управления общего, среднего и профессионального образования Министерства просвещения Майя Цибулевская. И, конечно, очень важно, чтобы каждому ребенку в каждом классе этот учебник пришелся не просто по душе, а стал той путеводной звездой, где они понимают, что у нас уникальная страна с уникальной географией, экологическими условиями. И, конечно, очень важно, чтобы они понимали ценность и достояние нашей страны. Семинар по географии прошел в стенах 10-й средней школы с участием авторов. В нем приняли участие преподаватели предмета из Сухумского и Кулрыбского районов. Издание нового учебника стало важным событием в образовательной системе, отметила директор Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ Медея Чингели. Она подчеркнула, что аналогичные семинары пройдут и в других районах республики. География изучается в наших школах с 6 класса. Однако география Абхазии у нас изучалась всегда в рамках географии России. И по инициативе Министерства образования и согласно договору между Абхазским государственным университетом и Министерством образования в 2016 году, этот договор был, как мне известно, мы приступили к созданию нового учебника географии Абхазии. И сегодня этот учебник, можно сказать, этот продукт у нас сегодня на столе. С 2025 учебного года вы изучаете предмет географию Абхазии отдельным предметом и отводится 2 часа. Это большое событие. В рамках мероприятия авторам книги, методистам, консультантам вручили благодарственные письма и цветы от Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ. Жазина Ханагора Мукамке, Абхазское телевидение.